Здравствуйте! 18 января 2022 года исполняется 140 лет со дня рождения английского писателя Алана Александра Милна. Он родился 18 января 1882 года в Лондоне. Его отец был директором в частной школе, где Милн получил начальное образование. Милн окончил Вестминстерскую школу в Лондоне и Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал математику. В колледже он редактировал студенческий журнал Гранта. В 1906-1914 годах был помощником издателя журнала «Панч». Во время Первой мировой войны служил в британской армии. В 1917 году он издал сказку «Когда-то давным-давно». В 1921 году комедийную пьесу «Мистер Пим проходит мимо», ставшую одной из самых популярных драматических произведений автора. В 1922 году был опубликован единственный детективный роман Милна «Тайна Красного дома». Мировую известность писателю принесли его детские книги о медвежонке Винни-Пухе, которые стали одними из самых продаваемых литературных произведений. Первая книга о Винни-Пухе поступила в продажу 14 октября 1926 года. Прототипом маленького героя стала черная медведица по имени Виннипег, которую Алан Милн с сыном Кристофером Робином увидели в 1924 году в лондонском зоопарке. Видя, как сыну нравится медведица, Милн сделал ее персонажем ежевечерних сказок, а любимую игрушку Кристофера Робина, подаренного на первый день рождения плюшевого медведя, дома окрестили Винни. Некоторые другие герои книги также вышли из детской Милнов. Пятачка подарили соседи, бесхвостого ослика Я, тигру Кенгу и крошку Ру Кристоферу купили родители. Вторая книга о Винни-Пухе «Дом на пуховой опушке» появилась в 1928 году. 31 января 1956 года Алан Александр Милн скончался в своем доме в Харфилде. Представляю вниманию читателей викторину на знание произведения Алана Милна о приключениях Винни-Пуха и его друзей. Выберите правильный вариант ответа. Как звали полосатого друга Винни-Пуха? Правильный ответ – тигра. Кому однажды ходили в гости Винни-Пух и Пятачок? Правильный ответ – кролику. Из чего стрелял Пятачок, отпугивая пчел? Правильный ответ – ружье. Когда, по мнению Винни-Пуха, надо ходить в гости? Правильный ответ – утром. Кто нашел хвост ослика? Правильный ответ – сова. В какой знаменательный для ослика Иа-Иа день мы встречаемся с ним? Правильный ответ – день рождения. Что случилось в известном нам лесу, когда там прошел дождь? Правильный ответ – наводнение. В котором часу, когда завтрак уже закончился, а обед еще не начался, надо подкрепиться? Правильный ответ – 11 часов. Что было написано над входом в дом Пятачка? Правильный ответ – посторонним В. Наша викторина подошла к концу. Спасибо за внимание.